Нет, да, можно? Или это отодвинуть? Погодите, то у нас посередине. Это можно подвинуть? Да, конечно. Все, да? Так, меня будет слышно без микрофона? Да. Просто я хотела бы урок показать без микрофона, потому что мне нужны руки. Я приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Дети, сейчас вы услышите один рассказ. Кто меня не знает, меня зовут. Как меня зовут? Кто знает? Тетя Оксана, да? Можно проще. Тетя Оксана. Я просто взрослых, просто мы сейчас скоро отпустим детей, и я взрослых попросила бы обратить внимание, особенно детских служителей, родителей, какой урок мы преподаем детям. Мы не рассказываем им только библейскую историю. Мы преподаем им урок, который мы извлекаем из этой истории. Что, собственно, должны делать и детские служители, и родители своим детям. Итак, ребята, давайте помаршируем немножко, потому что вы, наверное, устали. Встаньте. Значит, я буду говорить одну фразу, и вы будете повторять за мной. Речевка. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Много есть дорог на свете. Много есть дорог на свете. Ходят ими люди, дети. Ходят люди, дети. Но на небо не забудь. Но на небо не забудь. Есть один лишь только путь. Есть один лишь только путь. Наш Господь Иисус Христос. Наш Господь Иисус Христос. Учит нас Он только правде. Учит нас только правде. Жизнь с избытком нам дает. Жизнь с избытком нам дает. 4, 3, 2, стоп. Садитесь. Дети, скажите, пожалуйста, что вы видите, когда смотрите на меня? Что видите? Что? Я что-то плохо слышу. Цветок. А, цветок. Ну, это, конечно, это бросается в глаза, да? А еще что вы видите? Я вижу сережки. Ты очень внимательный. Такие мелкие сережки разглядел. Молодец. А еще что вы видите? Ну, волосы. Волосы, да? Улыбку. Улыбку. Хорошо. А кто видит мои мысли? То, что я сейчас... Ну, например, я что-то думаю про вас. Кто это видит? Что я про вас думаю? Я вижу то, что вы думаете, что мы добрые. А вот и не так. Я об этом не думаю. Я думаю о другом. То есть люди могут видеть мои мысли? Нет. Их кто только может видеть? Бог. Только Бог. Потому что давайте все вместе прочитаем. Читать умеем? 3, 4. Бог видит и знает твое сердце. Да, Бог видит и знает мое сердце. Сердце каждого человека, в том числе и твое сердце. Бог видел также сердце царя Саула. Ну, кто из вас не знает, я скажу. Царь Саул – это самый первый царь израильского народа. Ну, сначала он неплохо царствовал, а потом он перестал слушаться Бога. И Бог решил отобрать у него царство и отдать его другому. Для этого он сказал пророку Самуилу. Сначала давайте решим, вспомним, кто такой пророк. Пророк, ребята, в старые времена, это был человек, который имел дар, он умел слушать,
Слово Божие. То есть Бога он умел слушать, и он умел передавать это слово людям. Потому что тогда не было напечатано столько Библий. И вообще вся Библия еще не была написана. Поэтому нужны были пророки. И я сегодня буду рассказывать вам о пророке, как его зовут? Самуиле. Вот ему Бог и сказал, чтобы он взял рог Силея. Что значит рог? Ну, корова, знаете, да? Корова, когда ее заколали, то рог. Очищали ее рог и наполняли елеем. Елей, ребята, это оливковое масло. У нас оно очень дорогое. Вот оливковым маслом надо было наполнить рог и совершить, прочитаем все вместе, 3-4. Помазание. Что же такое помазание? И над кем делали это помазание? Это делали над человеком, которого, например, хотели поставить в цари, или поставить пророком, или священником. Так вот, Самуилу Бог сказал идти в город Вифлеем. Знакомый город, правда? Да. И он сказал, что там живет один дедушка, а у этого дедушки много сыновей. И вот среди этих сыновей он увидел того, чье сердце ему понравилось. И он захотел, чтобы его помазали в цари. Что же такое помазание? Это над этим человеком, вот из рога коровьего, выливали буквально на него вот это оливковое масло. Но это не главное. Главное, что в это время Дух Святой входил в сердце этого человека. Дух Святой нужен царю? Как вы думаете? Дух Святой же всегда помогает, дает силу. Почему же сейчас, например, над пастором не совершают помазание, или надо мной никто на меня не выливал масло? А потому что в те старые времена Дух Святой еще на землю не сходил. Он жил в сердцах только некоторых помазанных людей. А сейчас Дух Святой живет на земле, сошел на землю, да? Мы же живем в новозаветное время, и еще Дух Святой живет в сердце кого? Каждого верующего. Да? Поэтому сейчас помазание вот такое вот именно над нами не совершать. Но тогда это надо было делать. И Самуил, конечно, послушно взял этот рог и пошел в город Вифлеем. Там он нашел семью этого дедушки. Ну, имя его не обязательно запоминать. И, конечно, он сказал, что у нас еще будет жертвоприношение. Это было очень важное событие для израильского народа. И вот старший, то есть отец, подвел сначала к пророку старшего сына. В Израиле все начиналось со старшего сына. Да? Первенца. Подвели старшего сына. Библия говорит, что старший сын был высокого роста, у него был представительный вид, и вообще он был очень красивый. Он был так, Самуил так ему, то есть он так понравился Самуилу, что Самуил даже, наверное, уже хотел совершить над ним помазание, потому что он подумал, это написано в Библии, наверное, он избранник Божий, какой у него представительный вид. И вдруг Самуил услышал голос Бога. Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И Господь еще сказал, что я не избрал его. Он не избрал его на царя, потому что он видел его сердце. Что же такое, ребята, сердце?
Когда Библия говорит о сердце, она не имеет в виду вот этот физический орган, который у нас вот здесь бьется. Она имеет в виду духовное сердце. Ну, если сказать проще, это то место в твоей душе, где рождаются и живут мысли, чувства и желания. Скажи, пожалуйста, всегда у тебя бывают хорошие мысли, хорошие чувства и хорошие желания? Всегда бывает? Вот, например, я сегодня утром встала, да, и подумала про себя. Вот что я не хочу читать Библию. Хорошее это желание? Да. И, например, никто бы об этом мог не узнать, правда? Ни ты, никто, ни пастор, что я сегодня, допустим, не хотела читать Библию. Но кто это знает? Бог. Конечно, это знает Бог, потому что Он видит и знает каждое сердце. То есть каждая мысль, это значит твои мысли, это значит твои желания, и это значит твои чувства. Например, пастор вышел и начал что-то говорить, а ты сидишь и думаешь, что он опять тут одно и то же. Это хорошие такие мысли, нет? А кто их видит? Пастор их видит? Нет. А кто видит? Бог видит. Как ты думаешь, ему нравится это? Конечно, не нравится. Богу также не нравилось сердце вот этого красивого и приличного с виду человека. Это сердце было не в порядке. Ну, тогда подвели второго сына. Мы имена сейчас запоминать не будем, это не так важно. Но Самуил, он уже, конечно, внимательно слушал, он услышал, что его тоже не избрал Господь. Подвели третьего сына, и Самуил услышал, что и его не избрал Господь. Как же так? Ребята, все эти мужчины, они относились к израильскому, то есть к Божьему народу. Они должны были знать, как надо свое сердце готовить для Господа. Должны были? Но их сердца были не в порядке. Они их не хранили. Ты знаешь, что написано в Библии? Больше всего хранимого храни сердце твое. И, конечно, Бог здесь опять, Он не говорит о физическом сердце, хотя его тоже, конечно, надо хранить. Он говорит прежде всего о духовном сердце, о твоих мыслях, о твоих желаниях, о твоих чувствах, которые потом превращаются в действия, то есть в дела. Но если ты много лет ходишь в воскресную школу, если ты родился в семье верующих родителей, ты даже уже, может быть, много раз слышал про Иисуса Христа, но ты не обратился к Нему, ты не поверил в Него, ты не попросил у Него прощения. Что тогда Бог видит в твоем сердце? Черное сердце. Грех. Правильный ответ – грех. Кстати, почему оно темное? Потому что Бог называет грех, сравнивает грех с тьмой, с темнотой. Вот что Бог видит в твоем сердце. Нравится Богу такое сердце? Конечно, нет. Ну а если ты поверил в Иисуса Христа, если ты попросил у Него прощения, то интересно, когда-нибудь ты думал о том, в порядке ли твое сердце пред Господом? Как видишь, у этих мужчин их сердца оказались не в порядке. И тогда их дедушка-отец подвел следующего сына, четвертого. Самуил сказал ему: нет, его тоже не избрал Господь. Подвели пятого, и его не избрал Господь. Они не хранили свое сердце.
если ты христианин, ты тоже относишься к израильскому народу. Хранишь ли ты свое сердце? И вообще, что для этого надо делать? Вот если, например, чтобы хранить физическое сердце, человеку не надо пить, не надо курить, да, ну и духовное сердце, кстати, тоже. Ему надо больше ходить. Вот у тех, у кого больное сердце, им советуют больше ходить, да, там что-то еще делать. Ну а духовное сердце? Вот давайте посмотрим. Вот это сердце неверующего человека. У него в сердце что живет? Что живет в сердце? Греховное, правильное. Еще это можно назвать греховная природа. В Библии так написано. Природа. На самом деле каждый человек уже рождается с такой греховной природой. Поэтому тебе очень легко говорить плохие слова, обижаться, нервничать, кричать, потому что вот это все побуждает тебя делать греховная природа. А теперь посмотрим на другое сердце. Это сердце верующего. Какая природа у него родилась? Божья. Правильно. У него родилась Божья природа. Видите, я ее красненьким нарисовала. Но заметьте, греховная ушла или нет? Нет. Она осталась. Она будет с нами, к сожалению, до конца нашей жизни на земле. И они постоянно борются друг с другом. Например, ты утром встаешь и говоришь, тебе греховная природа шепчет, а не читай Библию. Многие же не читают ее. А Божья что тебе шепчет? Нет, надо читать. И вот это вот борьба. Так вот, если хранить свое сердце, то больше кого надо слушаться? Божью природу. Ну или можно сказать Бога. Да. Я так и думала, что вы скажете белое. Вы знаете, что сказала хозяйка? Побеждает та, которую я больше кормлю. Так вот та природа, которую ты будешь больше кормить, лелеять и хранить, она будет побеждать. И тогда твое сердце будет нравиться Богу. Но понравилось ли Богу сердце шестого сына, которого подвели? Нет, его тоже не избрал Господь. Седьмого подвели, и Самуил услышал, что и его тоже не избрали для царя. Самуил, конечно, был очень просто в недоумении, потому что он видел, что сыновья как бы закончились. Все сыновья уже подошли, которые пришли. Как же так, он подумал? Неужели я ошибся? Ведь Бог сказал, что среди сыновей этого дедушки он нашел того, чье сердце ему понравилось. А получается, ничье сердце. И тогда до него дошло. Он спросил старика, есть ли еще дети? И старик ответил, знаете, так небрежно, есть младший, он пасет овец. Ребята, Библия не передает интонацию. Но почему я уверена, что он ответил небрежно? Потому что жертвоприношение – это очень важное событие для израильского народа. И туда обязательно приглашались все члены мужского рода. Но ни отец, ни старшие братья не посчитали нужным пригласить младшего. Они его даже не позвали. Но Самуил сказал, позовите его. Ну, конечно, пророка же послушаться надо. И тогда послали за младшим сыном. Как вы думаете, кто это был? Давид.
Я очень рада, что вы знаете эту замечательную историю. Это действительно был Давид. Интересно, понравится ли его сердце Богу? Но, между прочим, в Библии написано 150 псалмов. Из них 80% написал Давид. И когда мы читаем его псалмы, мы видим, как он любил Бога, как он его познавал, как он любил с ним общаться, то есть молиться. Да, его сердце, видимо, было в порядке пред Богом. Но знаешь, все-таки что же надо делать, чтобы сердце хранить для Бога? Ну, например, если ты будешь целыми днями играть в компьютерные игры, ну пусть даже хорошие, сидеть за этим компьютером или за смартфоном и играть, друга еще пригласишь, и у тебя даже не останется время читать Библию и молиться. Тогда какая природа победит? Какая победит? Греховная. Потому что ты кормить какую природу будешь? Греховную. Вот такое сердце в порядке пред Богом? Нет. А вот если ты будешь стараться читать Библию, причем каждый день, пусть понемножку, но каждый день, и ты будешь еще думать над тем, что ты прочитал. А если ты не понял если, то ты можешь спросить папу, маму, или учителя воскресной школы, или пастора. И еще если ты будешь молиться, то какую природу ты будешь кормить? Какую природу будешь кормить? Божью. Тогда победит какая природа? Божья. Такое сердце нравится Богу? Да. Вот сердце Давида, скорее всего, было таким. Но когда его привели, и он вошел, то Самуил, увидя его, правда, Библия об этом не говорит, но я так думаю, он, наверное, растерялся. Потому что Давиду тогда было примерно 17-18 лет. Он был чуть старше некоторых из вас. Он был очень юный. И, наверное, Самуил подумал, какой он молодой. Неужели он может стать царем? Но Бог смотрит на возраст. Нет. Как вы думаете? Нет. А на что Бог смотрит? На сердце. На сердце. Сердце Давида нравилось Богу? Да. Нравилось. Скорее всего, да. Потому что Самуил вдруг услышал, пока он стоял такой растерянный, Бог ему сказал: встань, помажь его, ибо это он. И тогда, конечно, Самуил послушно взял рог с оливковым маслом, селеем, и помазал Давида. В Библии написано, что это было в присутствии его братьев. Наверное, братья просто ахнули. Они же считали его, они по-человечески рассуждали. Да что там, Давид? А между прочим, его сердце Давида, что оно было кротким, говорит тот факт, что Давид после помазания вернулся пасти овец. Он не сразу стал царем. Бог его еще несколько лет готовил к этому. Он вернулся пасти овец. А ведь он мог что братьям сказать? Я без 5 минут кто? Царь! Отправьте другого! Я не пойду больше пастухом работать. Но нигде в Библии не написано, что он так сказал. Он пошел пасти овец. У него было кроткое и смиренное сердце. Его сердце так нравилось Богу, что Бог сказал про Давида: муж по сердцу моему. Я желаю, ребята, вам, чтобы каждый из вас, про каждого из вас Бог сказал: мальчик по сердцу моему, девочка по сердцу моему. Аминь.
Да, вот. Вот, все, давайте дети поаплодируем. И вообще дети больше. А вы знаете, мы как-то были, посещали детское служение в Москве. У меня ребенок просто пошел, и я такая сижу, села, и началось детское служение. Он начал, мужчина вести прославление, я такая сижу, а вы что сидите? Ну-ка, вставайте все. И все родители, все встали, и все вот это вот. И вот ни в какую у нас нет, не позволяли нам сидеть, и говорит, вы же пример своим детям. Поэтому, конечно, когда мы танцевали, здорово было, все встали и маршировали, да? Ну ладно, это мы уже проехали. Сейчас мы хотим благословить вас, детки, да? И у нас Дариночка, иди сюда, детки, выходите сюда, мы сейчас за вас помолимся. Выходите вперед, вставайте лицом к церкви, к людям. Драгоценные братья и сестры, вы можете как бы простереть свои руки к деткам, да? И сейчас из Псалма 22 помолимся, ты за них молишься. Хорошо? Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачной пажитью и водит меня водом тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду в долину светлой тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты готов предо мной трапезу, вид богов моих. Умастила ли им голову мою, чаша моя преисполнена. Так благостемелство это сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. А кто сегодня проводит детское служение? Ты туда вставай, машите ручкой, зовите за собой. Да, мы вас еще раз благословляем. Сейчас мы поубираем себя. Те, кто вы там сзади сидите, садитесь поближе нам. Давайте мы заполним первые два ряда. Детки, вы можете идти на детское служение. Сейчас тут будет для взрослых, а так для вас есть угощения какие-то и так далее. Да? Более так время хорошо у вас пройдет. Более интересно. Мы Оксане Евгеньевне поставили стульчик, потому что ножки поберечь. Я просто, во-первых, после аварии долго не могу стоять, да. Во-вторых, я после ковида тяжело перенесенного, поэтому я иногда буду говорить стоя, а иногда я буду присаживаться. Так что простите меня и поймите. Ну, кто не знает, я представляю здесь миссию, которая раньше называлась ОЕД, то есть расшифровка общества евангелизации детей. Сейчас мы называемся ОПП, то есть миссия от поколения к поколению. То есть наше поколение передает следующим поколениям радостную весть о Боге. Направленность нашего служения в основном это благовестие детям неверующих родителей. Потому что дети верующих родителей, во-первых, должны услышать о Боге, должны, во всяком случае, услышать Евангелие дома от своих родителей. Это обязанность родителей рассказать ребенку Евангелие. Очень многие родители, к сожалению, этого не делают. Во-первых, они не знают, как рассказать Евангелие, то есть эти доктрины о Боге, о грехе, об Иисусе Христе и о принятии, как рассказать ребенку, особенно если ему 4-5 лет, они не знают. И некоторые родители, к сожалению, думают, что ребенок не поймет Евангелие. Это глубокое заблуждение, потому что нет не только теории нашей миссии,
но это еще и практика многолетняя. Например, моя. Я работаю с детьми с 1-го года, с детьми неверующих родителей, то есть уже 21 год, и я вижу, как дети прекрасно понимают Евангелие и принимают его. Чарльз Спurgeon еще сказал: дайте мне 5-летнего ребенка, и я сделаю из него все, что я хочу. То есть он, естественно, расскажет ему о Христе и приведет к покаянию. В тех странах, где о Боге не запрещалось говорить, очень многие верующие пришли к Богу в 5-летнем возрасте. Но как рассказывать ребенку Евангелие, этому учит наш семинар ЭОТ-1. Пожалуйста, техгруппа, включите это на экране. ЭОТ-1, да. Что такое ЭОТ? Это эффективное обучение детей, первый уровень. То есть обратите внимание на слово «эффективное». Если посмотреть слова, что такое эффект? Ну, во-первых, эффект – это произведенное впечатление, а второе – эффект – это результат. Так вот, мы, конечно, должны так преподавать, чтобы был результат. Во-первых, ребенок обратился ко Христу, во-вторых, чтобы он возрастал в вере. Кстати, ЭОТ-1. Туда мы можем пригласить родителей на некоторые лекции, чтобы научить разбирать Писание, и потом детям вместе с детьми это Писание читать, объяснять детям и разбирать вместе с ними. Этому тоже учит ЭОТ-1. Также он этому учит детских служителей. Вот у нас был 2 года, кажется, семинар. К сожалению, у нас мы не дошли по каким-то причинам, я уже сейчас не помню, до библейского урока. Это 8 часов, 8 лекций, и вот они как раз учат вот так вот строить урок. То есть мы не только историю должны ребенку читать, мы должны извлекать оттуда уроки и рассказывать об этом ребенку, чтобы ребенок вырос у нас зрелым христианином. Как же нам взращивать верующего ребенка? Этому учит ЭОТ-2. Включите, пожалуйста. ЭОТ-2. То есть эффективное обучение детей, 2-й уровень. То есть работа в основном уже с обращенными детьми. У нас также есть ЭОТ-Д. Включите, пожалуйста, да? Это эффективное обучение детей дошкольного возраста. Потому что вообще наша методика, она учит прежде всего переводить все богословские термины на детский доступный язык. Вот все, кто учился, все говорят, что это самое трудное. Объяснить термин. Ну, например, тоже сердце. Надо уметь объяснить это очень просто, понятно, на каком-то примере. Допустим, греховная природа, почему, как. Это все надо уметь объяснять детям. Кстати, взрослые, родители наших неверующих детей, неверующие родители, они тоже иногда приходят на занятия, и им тоже нравится, что они там сидят и все понимают. Так вот, ЭОТ-Д для дошкольников, там вообще надо суметь объяснить Евангелие дошкольнику 3, 4, 5 лет. Хорошо, следующий. Еще у нас есть МП. Включите, пожалуйста. Это методика преподавания младшему подростку. То есть, говоря проще, как работать с подростками, как изучать Библию с ними, и как сделать так, чтобы подросток полюбил Библию и изучал ее дома сам. И последнее, что мы сейчас покажем, это ЭВД. Включите, пожалуйста. Вот эта аббревиатура расшифровывается «Эффективное воспитание
детей. То есть это семинар для родителей, он тоже у нас есть, как эффективно, чтобы был результат, ну, естественно, наш результат – воспитывать ребенка по Слову Божьему. Ну вот это я вас кратко познакомила с обучением нашей миссии. Сейчас я хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, для чего мы пришли вообще ко Христу? Для чего мы стали верующими? Скажем так. Ой, можно и сяду? А? Спастись, да? Ну, конечно. Прежде всего это получить спасение. Конечно. А если я вам напомню немножко, Ефесянам 2 глава. Мы созданы во Христе Иисусе на что? На добрые дела, которые нам Иисус повелел делать. То есть на самом деле наша задача христиан, во-первых, основная задача церкви – это нести Евангелие. Мы иногда об этом забываем. Мы сидим, кормим себя, там, меняем себя, это в лучшем случае. Может быть, даже и не меняемся совсем, да? И не думаем об этом. Но мы должны еще нести свет в эту тьму внешнюю, этим неверующим. Это наша основная задача каждой евангельской церкви. И, конечно, мы должны делать добрые дела, потому что если мы просто будем людям говорить, а сами еще жить непонятно как, и не помочь людям, никто нас слушать не будет. Поэтому мы достигаем через добрые дела. Ну, конечно, они бывают разные, но сегодня немножко я об этом вам расскажу. Но сначала я хочу сказать, как же мы работаем, как мы достигаем детей неверующих родителей. Казалось бы, как нам денег взять, если в церковь приходят в основном дети верующих родителей? Ну, во-первых, у нас есть такое понятие, как КДВ. Это, к сожалению, мы не написали, забыли. КДВ – это кружок «Добрая весть». И проводим мы его дома. Может быть, это типа домашних групп, какие вы проводите, да? Но это детский кружок. Туда приходят только дети неверующих родителей, соседские дети. Значит, для этого сначала мы можем провести около этого дома, где мы хотим открыть кружок, мы проводим уличную евангелизационную мини-площадку. На самом деле эта площадка – это реклама кружка. Потому что если вы придете к соседям, вот ни с того ни с сего, постучитесь, да, позовете детей, ну, во-первых, это сейчас уже как-то воспринимается как-то не так, да? Особенно эти свидетели Иеговы, они нам многое попортили, конечно. То есть мы не можем стучаться просто так и приходить куда-то их звать, это не всегда сработает. Поэтому сначала мы делаем рекламу нашего служения, нашего кружка. Мы около дома проводим площадку. Но в идеале это 5 дней, потому что не все дети потом придут на кружок, но они хотя бы 5 дней будут слышать Евангелие в разных формах, в разных... Евангелие рассказывается, опять же, в разных историях. То есть рассказывается библейская история. Сегодня одна, завтра другая. Но там урок, там само Евангелие. Вот и вот 5 дней они это слышат. Естественно, они очень много играют. Дети любят играть. Хотя в наше время уже вот эти гаджеты, они тоже сделали свое дело. Иногда дети уже говорят: ой, мы устали, мы посидим. Представляете, что уже с детьми творится? А я помню раньше, несколько лет еще тому назад, когда мы начинали играть на улице, то дети просто вот просили эти игры. Когда еще не было вот этих вот гаджетов, да, злополучных. Вот, и потом они слушают урок. А затем мы уже говорим, что вот в этом доме, в такой-то квартире, ребята, вы бы еще хотели с нами встретиться? Конечно, они все говорят. И, ну, естественно, программа должна быть интересная,
Вообще детям всегда все нравится. Дети, вот в отличие от взрослых, они как неискушенные, да? И вот вы хотели бы с нами? Хотели. И мы показываем, что вот в этом доме, в такой-то квартире, с сентября начнет работать кружок. Мы, ребята, повесим еще объявление, мы будем раздавать пригласительные, мы с шарами выходим, благо у нас в сентябре еще тепло, и мы опять же раздаем пригласительные, опять же вот в этом околотке, то есть для соседских детей или детей, которые живут в соседних домах. Но вот эти пригласительные должны подписать родители, это уже, конечно, отдельная тема. Кто был на нашем семинаре, там я давала юридическое сопровождение, что делать, что написать, чтобы родитель подписался, что именно он должен подписать и так далее. Сейчас он даже должен подписать согласие на обработку персональных данных. К сожалению, это иногда нам мешает, становится препятствием, потому что не все хотят это подписывать, но чтобы нас не оштрафовали или не закрыли вообще, то мы должны, конечно, это сделать. И вот дети приходят к вам домой. Это самое лучшее, что мы сейчас можем сделать. Потому что если у вас квартира ваша собственность, вам никто не запретит там собирать детей. Единственное, надо письменное согласие родителей. И вы рассказываете детям вот уже о Христе. Конечно, это будет лучше, если у вас еще будет миссионерское разрешение. Но это тоже мы можем поговорить в другом, если кто-то из вас заинтересуется. И вот дети приходят. Теперь кружки бывают разной направленности. Когда я работаю со своими соседскими детьми, у меня, конечно, обыкновенный такой кружок, как занятие воскресной школы. Мы играем, потом поем, потом я провожу урок, потом мы учим стих, допустим, из Библии, он тоже объясняется, потом идет викторина, потом мы пьем чай. Обязательно, вот я живу в таком очень мрачном, Бог поселил меня в таком микрорайоне, 17-й квартал. Вот в этой тьме. Ну, как вы знаете, чем больше тьма, тем ярче свет. Да? Свечка, она ярче горит, когда тьма. И поэтому я, конечно, не знаю, насколько от меня идет этот свет, но я просто всегда, каждое утро встаю и говорю: Господи, если я пойду сегодня в магазин или куда, напоминай мне, что я везде должна быть Твоим светом. Потому что я везде могу встретить вот этих знакомых родителей или просто соседей, которые потом подумают еще, отправить ко мне своих детей или нет. Есть кружки рукоделия. То есть те, кто любит заниматься рукоделием, они могут открыть дома кружок рукоделия. Туда будут в основном ходить девочки. И так потом плавно, очень так вот ненавязчиво, незаметно вы начинаете или приходящий учитель, но тут нужна большая мудрость, потому что в основном рукоделие, но потом вы, конечно, знакомитесь с родителями и просто просите у них разрешения, можно я им расскажу о Боге. Это делается не сразу. Сначала ребенок ходит только на рукоделие. Единственное, что вы делаете, дети, я верующая, поэтому вначале я помолюсь за наше сегодняшнее вот это рукоделие. Вы молитесь, дети уже с вами, ага, она верующая. Вот. И потом вы начинаете рассказывать, да? Вот посмотрите, как мы красиво сделали бисером вот это. Скажите, а природа, ребята, она сама по себе красивая, а кто ее сделал, как вы думаете? Никто же не сделал вот эти деревья, да? Человек только может это посадить, а кто это взращивает? И так постепенно вы начинаете их учить тому, что этот мир сотворен Богом и так далее. Для мальчиков может брат открыть. Кстати, дети очень любят, когда с ними занимаются братья. Дети неверующих родителей, да и верующие тоже. Потому что очень многие дети живут в неполных семьях, у них нет отца. И когда они видят брата, такого надежного, хорошего брата, который не сквернословит, который с ними хорошо обращается,
они прямо к нему тянутся. И даже если он рассказывает, вы знаете, у меня был случай, один брат рассказывал очень неинтересно, а я стояла сзади, и дети так сидят, я думаю, что они еще сидят-то? Я знаю себя, да, что я была таким нетерпеливым ребенком, и я бы уже его не слушала, да. Думаю, они еще все такие молодцы-то. Но я так тихонько подошла, думаю, наверное, они уснули. Как вот спят. Я так подошла, смотрю, они во все глаза слушают его. Это еще раз подтверждает, потому что это брат. Перед ними стоял мужчина, и они его слушали. И поэтому, когда братья занимаются, это детям вообще нравится. Брат также может заниматься с ними по дереву. Мальчики это очень любят. Вот. И тоже, что-то как вы думаете, ребята? А вот это вот мы сделали сами. А кто само дерево создал? Тоже начинаете о создателе говорить, или вы, или приходящий учитель, и так далее. Да? И также можно, вот моя мечта, это открыть бесплатно кружок английского языка. Вот тут у вас будет очень много желающих учиться. Представляете? Вы бесплатно учите английскому языку. Условия, которые подписывают родители, что вы учите их на основании Писания и на основании своего вероисповедания. И там вы уже совершенно свободно на английском вы рассказываете им постепенно Евангелие, они это учат, вам надо молиться. Я уже несколько лет молюсь, что-то пока еще ответ не получила, чтобы был, у нас есть в церкви, скажу по секрету, 3 преподавателя, один вообще занятой, вот, хотя я ему намекала, но вообще говорят, мужчинам не надо намекать, да? Надо было прямо сказать. Вот, и одна сестра, та, правда, я ей даже не говорила, потому что мне не нравится ее состояние. Кстати, в детском служении, как в служении вообще, должны, конечно, работать зрелые христиане. Вот одна тоже у нас еще есть сестра, но, видимо, она пока, может быть, еще к этому не готова. Вот я молюсь, чтобы у нас был человек, который знает английский, и чтобы он согласился открыть такой кружок. Можно придумать разные кружки. Если вы будете это делать в церкви, на базе воскресной школы, это тоже уже юридический такой нюанс, то единственное, что от вас требуется, называть эти кружки библейскими названиями. Например, кружок рукоделия, он не должен называться кружок рукоделия. Например, талифа. А кружок по дереву, там может быть не просто плотник, или что-то еще, да? Вот, если это будет в церкви. Но мы сейчас в основном говорим про детей неверующих родителей. Потому что им никто не расскажет о Боге. Если верующему ребенку расскажут, или о верующем ребенке, во всяком случае, молятся, родители молятся, верующие бабушки, дедушки молятся, а это уже очень, Бог по молитве очень много делает, да? Вот. А кто расскажет ребенку неверующих родителей? Никто не расскажет. И если у вас по соседству живут дети, то и вы им не сказали о Христе, то когда вы окажетесь в вечности, Бог может вас спросить, а почему дети, живущие с тобой по соседству, ничего не знают и не знали о Христе? Ведь Он, это Бог допустил, чтобы они жили по соседству. Вы знаете, может быть, кто-то скажет, это хорошо, она живет на квартале, там много пьющих родителей. Да, в этом есть плюс, когда родитель пьющий, или он бедный. Они как-то проще, они все подписывают, они разрешают, дети приходят. Да? Но я хочу сказать, что у нас одна сестра, она живет в 9-этажном доме, такого вот приличного типа. И как она нашла? Она советовалась со мной, и она просто сначала, я говорю, ты сначала молись, тебе Бог покажет. Я говорю, не надо ему вешать никакие объявления, площадку она почему-то, а ей не разрешили, ей не подписали уведомления. Так тоже может быть. Площадку, короче, она не могла нам провести. И вот мы с ней молились, и Бог ей показал. Сначала вот она познакомилась с 2 мамами,
Они оказались одиночки, что одна мама, что вторая, еще живут по соседству с ней. И у каждого, главное, по 2 ребенка. И часто им надо куда-то идти, а детей некуда оставлять. И Наташа, я еще раз напоминаю, мы призваны во Христе Иисусе на добрые дела. Она им предложила сначала свою помощь, посидеть с детьми. Или приводите ко мне, говорит, или я буду к вам приходить, сидеть с ними. Так она с ними познакомилась. Кстати, Бог делает все заранее. До этого она как раз прошла ЭОТ-Д, то есть дошкольный ЭОТ, и еще до этого она ЭОТ-1 проходила. И она начала с ними. Сначала она сидела, потом она сказала, а можно я вашим детям буду о Боге рассказывать? А этим мамам куда деваться-то? Скажут, нет, понятно, что вдруг она ребенка потом не будет смотреть. И вот они разрешили. И она начала им рассказывать. Потом они начали сами мамы приводить других мам и приводить своих детей. Так у нее образовался кружок. Вы знаете, когда мы хотим, Бог даст нам возможность? Конечно, даст. Поэтому не забывайте, что это мы должны достигать детей. Ну, сейчас я хочу вам рассказать о своем кружке немножко. Так, слайд чуть попозже, да? Во-первых, ко мне, значит, приходить дети стали. Тоже мы провели площадку. У нас даже их было несколько около моего дома, потому что дети вырастают, уходят, подрастают другие. Поэтому было даже несколько площадок. Еще дети меняются, куда-то уезжают, приезжают другие. Кстати, сейчас много мусульман живут в нашем микрорайоне. И мусульмане вообще никогда не против, как ни странно, вот таких площадок. У меня был единственный случай, когда 2 ребенка мусульманина ко мне пришли, но, наверное, это была не моя мудрость. Мне надо было срочно поменять тему. Истина урока, который как раз я проводила, она звучала так. Только Иисус Христос один истинный Бог. То есть, если бы это было, например, Бог знает и видит твое сердце. Мусульманам это очень понятно, нормально все. А то один, когда они пришли, наверняка родители спросили, о чем вам говорили. Ну, вы знаете, для мусульманина, да? Только Иисус Христос, все, больше они не пришли. И когда я преподавала этот урок, ведь у меня было побуждение поменять. Но я почему-то вот упорно пошла по намеченному. И, конечно, вот, то есть у нас бывают, конечно, ошибки. То эти мальчики перестали ходить. А вообще мусульмане с удовольствием отпускают таких детей, они богобоязненные на занятия. Я хочу сказать, что когда ко мне приходили дети, перед карантином Бог дал нам такое служение. Вообще меня удивляет, как Бог заранее все делает. Он же все знает заранее. И Он нам дал такое, ну, социальное, мы его немножко назвали, или как-то деньги, значит, нам дали, чтобы мы купили продукты для вот этих малоимущих и для многодетных. И наш епископ, он спросил меня, а Сабина, у вас есть такие дети? Малоимущие, многодетные? Я говорю, да у меня почти все малоимущие и многодетные, кстати, у нас много ходят. И он говорит, ну, вот вам деньги, покупайте, значит, необходимые продукты, и к ним надо вот в рождественские дни пойти в дом и так далее. Это было перед карантином, то есть конец 2019 года. Ну вот мы с одной сестрой, она мне помогала сумки нести, мы там назначили дни, сразу все мы обойти не можем. И вот мы заходили, конечно, к моим детям, которых раньше родители всегда отпускали. Но родители сами никогда не слышали Евангелия. Они просто отпускали детей. Может быть, они, конечно, читали наши брошюрки, потому что я отправляла с детьми и брошюрочки, и газеты. Может быть, и не читали, я не знаю. Но тут мы им рассказывали рождественский урок.
Естественно, мы его рассказывали с Евангелием. И родители, все-таки они же видят, какие им принесли полные пакеты, там и масло, и крупы, и все, мука. И они, конечно, из вежливости многие слушали. Вот так у нас стали налаживаться какие-то отношения. Это было незадолго до карантина. Мы так прошли несколько семей. И потом карантин. Я, конечно, сначала очень расстроилась, что я не могу пригласить детей к себе, что это запрет. Роспотребсоюз все запретил. Сначала я дома села. Наконец у меня зато нашлось время, я сделала ремонт дома. Все, я думала, что скоро все закончится, но ничего не заканчивается. И вдруг мне звонит одна мама, вот, к которой мы ходили с рождественским пакетом. И она говорит, а раньше эта мама, вот она подписала детям разрешение на кружок. Как выяснилось, это, оказывается, подписала не она. Она вообще мама пьющая. Но, знаете, такие пьющие, но все из себя, да? Казалось бы, чем там гордиться, да? Но она такая вот. И она, да что они там, секта какая-то, она, оказывается, ничего не подписала. Но поскольку она была пьяная, все равно все забудет, это потом все выяснилось. Дети попросили старшего брата вместо мамы расписаться. Но старший брат расписался, они пришли на площадку, потом точно так же они пришли ко мне на кружок. Оказывается, мама была против. Так вот, мама потом, она, кстати, нас встретила враждебно, когда она увидела меня-то. Там все знают на квартале, что я верующий. Сектанты, наверное, некоторые думают. Но когда она увидела вот эти продукты, то она, конечно, смягчилась. Понимаете, неверующим людям, вы это прекрасно, конечно, знаете, сначала надо что-то дать. Они хотят что-то получить. Они не хотят там слушать, просто что-то получить. И вот она слушала вот эту рождественскую новость. Она изменила какое-то мнение обо мне, и вдруг вот она пришла. Ее нужда, конечно, заставила, она пришла ко мне и говорит, вот у вас же есть какая-то социальная группа. Но у нас как таковой группы социальной не было. Это мы вот делали когда только на Рождество. Она говорит, я говорю, что вы хотели? У меня дома совсем нечего есть. У меня дети уже 2 дня ничего не едят. Ну, вы можете мне одолжить деньги? Ну, я же прекрасно понимаю, что я не могу ей деньги дать. Я же не знаю, на что она просит. Я сказала, Наташа, вы идите домой. Я к вам через некоторое время приду. Вот она ушла, я пошла в магазин, купила все, что надо, необходимо, и зашла к ним. Ну, действительно, у них они были очень рады. Все. Она, правда, у меня попыталась хотя бы 200 рублей занять, оказывается, на сигареты. Но я ей не дала мудрости. Хотела сначала дать. Я ей хлеб им купила, все, и молока. Ну вот, и там все, что тушеночка там какая-то. И так мы стали как-то больше. Она потом даже идет, а что вы к нам не заходите? Я говорю, я вот сделаю пирожки, я к вам зайду. И вот это было, знаете, а карантин шел. Ну вот, но ей-то все равно, я маску надену, еще возьму с собой вот этот санитайзер маленький, такой я купила в аптеке. Пирожки сделала, они же такие голодные. Пришла к ним с этими пирожками. Ой, они так обрадовались, а я им говорю, ну это Бог тоже мне вложил мудрость, что ты просто так пирожки не отдавай, ты расскажи опять что-то им про Бога. Ну вот я прихожу и говорю, я пирожки вам принесла, ой, как здорово, там, Даша, поставь чайник, сейчас мы будем пить чай. Я говорю, давайте чай попозже. Я хочу, чтобы вы, это все-таки Бог вам дает, это не я даю. Бог у нас такой щедрый, Он вас так любит, Он вам дает. И я хочу вам рассказать о Боге, потому что Бога надо знать. Ну а им куда деваться? Они стали слушать. И вот так мне пришла мысль посещать дома. У меня потом есть, моих вот этих, учеников моих. У меня есть одна семья, у них 6 детей. Они тоже как-то и голодают, и не доедают. Пошла к ним, тоже с пирожками. Ну я созвонилась, там все-таки 6 детей. Можно к вам прийти? Можно.
Вот я пришла и тоже там провела урок, тоже они слушали. Потом эта семья пригласила меня на день рождения. Тоже вот тем летом 2020 года у мальчика был день рождения на даче. А они дачу сняли в аренду. Они меня пригласили на эту дачу, они за мной даже приехали. И я там провела праздник, день рождения. Сами родители были очень довольны. А дети искали все вот эти подсказки, где найти подарок. И вот так вот. И так вот я стала посещать дома. То есть Бог открыл мне дверь. И во время карантина случилось такое чудо, что если раньше слышали только дети, то теперь слушают вот их родители. А потом мне Бог еще дал мудрость, что в следующий раз ты делаешь пирожки, звонишь им и говоришь. То есть я стала делать видеоуроки. Посылаешь видеоурок, и я, значит, говорю, посмотрите видеоурок. Через 3 дня я вам позвоню, вы ответите на мои вопросы. Вот, потому что, кто его знает, может, они и не смотрят. Да? И если вы ответите, вы хотите пирожки? Да, я вам их принесу. И вот я посылаю видеоурок. Самый первый раз, когда я послала в одну многодетную семью. Потом, через 3 дня звоню, они говорят, позвоните завтра, мы еще хотим посмотреть. Мы не поняли. Они так честно приняли, что пирожки-то не получат. Я говорю, ладно, я завтра позвоню. Вот. Потом на завтра они ответили на вопросы, когда я сказала, какие вы молодцы. Они говорят, мы 3 раза смотрели. Вот, вы представляете, да? И я потом пришла к ним, когда я еще была до ковида, к ним на 2-й этаж с этими пирожками. Так вот я начала ходить. Сейчас я постепенно, сегодня, допустим, в одну семью, но когда я переболела ковидом, мне тяжело подниматься на 2-й этаж. Я стараюсь этого не я к себе-то кое-как поднимаюсь. У меня одышка. Ну, правда, проходит постепенно. Я уже делаю как? Посмотрите видеоурок, ответьте на вопросы и придите ко мне за пирожками. Вот они прибегают, они же все знают, где я живу. И они забирают. Бог у нас просто чудный и великий. А сейчас нам покажут некоторые фотографии. Пожалуйста, включите. Ну вот это вот в Рождество послековидное, вот в этом году. Я говорить вообще не могла, я задыхалась. Брат рассказывал, брат Андрей. Тоже дома, бабушка слушает и 2 внука. Ага, следующий можно. Угу. Вот это в другой семье сестра нам помогала рассказывать. Я вообще ничего не рассказывала, я только их водила в эти семьи. Угу. Ну и договаривалась с ними. Конечно, это вот другая тоже семья, это одна из многодетных семей. 4 детей, вот они получили подарки и фото на память. Родители вот их сами с удовольствием слушают. Тоже одна семья. Угу. Тоже слушает. Мама, правда, какая-то вот у них, ну, слушает. Видимо, вынуждена, мне кажется. Вот. А здесь вот эта вот семья, кстати, Гавриилевы, у них 6 детей. Нет, ну да, 6 у них детей. Вот их мама вообще активно участвует. Видеоуроки сама просит. Вот они посмотрят, она пишет, мы ждем следующий. Какие-то комментарии к уроку бросают. Вот это самая такая... И мы были там с братом. Можно показать еще там? Были другие фотки, по-моему, где брат играет с ними. Покажите, пожалуйста, там что-то зависло, да? У нас. Так вот, мы были с братом. Нет, это другое. Мы были с братом, и они даже не хотели нас отпускать. Ну а вот эта маленькая тогда квартира, там или настольная игра, или игра на смекалку идет тоже. Ну это когда Рождество мы хотели. Можно следующее, да. Тут что-то вам все перепутали, все фотографии. Угу. Ну это вот брат рассказывает о Рождестве. Угу. Вот игра. Конечно, фотографии перепутали, к сожалению. Я же просила сделать по порядку, да? Ну ладно, тут все равно все понятно нам. Вот
которые не хотели нас отпускать. Вот они играют. У них места много, там они в подвижные игры играют. Угу. Следующий можно. Это тоже другая семья. Там маленький у них еще даже мешал иногда слушать. А это вот, которая с бабушкой. Угу. Ну это вот так, где вот многодетная, это я с ними песню пела. Они тоже. Мы и песню с ними там спели, и мама с нами пела, и можно следующую. И вот семья тоже на кухне, около стиральной машины, иногда так, но слушают. Угу. А это вот прошлый год тоже, самое первое, когда мы стали ходить. Вот папа с мамой, они вообще очень рады были. И подарки тогда мы в этих коробочках давали. Угу. Вот они пригласили меня. Это другая семья, тоже тут перепутали фотографии. Можно дальше, да? Еще дальше. Все. Уже это. Нет, там еще должен быть день рождения на даче. Нету, что ли? А? Хорошо, а пирожки, которые я дома принесла, тоже была фотография. Вы мне еще показывали надпись. Какую надпись выбрать? Нету, да? Ну ладно. Просто я хотела вам показать, что это ладно Рождество. Хотела показать одну из фотографий, где я просто пришла уже с пирожками, они там даже не дождались, уже их чуть ли не хватает из пакетов, вот настолько они их любят. Но я просто хочу сказать, что единственное, что вы делаете, вы просите разрешение у родителей сфотографировать и обещаете им, что вы не будете выкладывать ни в Инстаграм, ни в какие сети, потому что это не разрешено. Вообще вот эти детские фотографии. Поэтому это я вам показала только вот для служения. И поэтому я просто хотела бы, чтобы вы поняли, что дети неверующих родителей, они нуждаются в Спасителе. И наша задача рассказать им. Почему я говорю о детях? Не только потому, что я детский служитель, потому что дети, их сердца больше расположены слушать Евангелие. У взрослых людей слишком много забот, они учатся, они работают, у них дети, им некогда. А дети вам так никогда не скажут. Дети с удовольствием придут, будут слушать, и вообще дети занимают особое место в сердце Спасителя. Мы это знаем из Библии. И, конечно, я всегда молюсь Богу. Через 2-3 дня я повторяю эту нужду. Я прошу, чтобы Бог давал мне боль в сердце за погибающих детей, чтобы я не могла равнодушно проходить мимо детей. Бог удивительно. Вот. Вы знаете, я раньше вообще не любила детей. Я думала, что я их люблю, но потом я поняла, когда я стала с ними работать, что я вообще их не люблю. И все время думала, скорее бы мне все это закончить и уйти, чтобы они ушли и оставили меня в покое. Но Бог учил, терпеливо учил. Я не могу сейчас сказать, что прямо я там, но Бог учит любить детей и болеть за них. Ну, я в заключение хотела бы спеть вам песню. Можно? Эта песня, она тоже, как бы, чтобы она вам напомнила о том, что мы живем в последнее время. И у нас времени очень мало, и мы можем не успеть. Поэтому надо уже начинать работать. Как она у меня родилась? Однажды я ехала в автобусе в рождественские, предновогодние дни, и со всех продукторов неслась вот эта песня. 5 минут, 5 минут. И вдруг мне пришла мысль, а если бы мы узнали, что осталось 5 минут
до возвращения Господа. Что бы мы делали? Ну и вот так родились эти строчки. Сейчас я глотну воды. Это моя, да? Ой. Простите. Ой. Можно я сидя стою, да? Что-то не туда попало. Вот читаю этот хай, попробую спеть. Я вам песенку свою про 5 минут. Вы представьте, что осталось 5 минут. И Господь придет за нами, и какие мы представим, осталось только 5 минут. Ты представь, 5 минут, 5 минут до возвращения, как ты встретишь его, и готов ли к вознесению. 5 минут, звук трубы раздастся вскоре. 5 минут, помиритесь, те, кто в ссоре. 5 минут, звук трубы раздастся вскоре. Помиритесь, те, кто в ссоре. Земная жизнь уже уходит навсегда. Ты подумай, как прожил ты те года, что ты делал, как служил ты, для кого и что копил ты, и какой мотив был для труда. Ты представь, 5 минут до возвращения, как ты встретишь его, и готов ли к вознесению. 5 минут, это мало или много? 5 минут, на какой же ты дороге? 5 минут, простите, это мало или много? На Господней ли ты дороге? Вопросы есть или что? Кстати, какие надо дышаться. Получилось там фото? Нет, закачать? Покажите фотографию. Как оно у вас получилось? Что... А вот фотография. Это вот летом уже, еще до ковида. До ковида летом я вот принесла пирожки на призыв. Вот это вот фотография. Но не все хотят фотографироваться, а вот эта семья, они вообще расположены ко всему. Оксана Евгеньевна, у нас такой вопрос. Как вы вообще к этому пришли? Вот, к служению детям? Вы же, наверное, не всю жизнь служили детям. Конечно. Еще вы помните, мы хотели, чтобы вы рассказали, как ваш муж спасся. Муж. Ой, да-да. Ну, во-первых, как я пришла к служению. Вот к служению детскому я, можно сказать, поставила себя сама. То есть, это в воскресной школе. Потому что я по специальности музыкальный работник детского сада. И когда я стала верующей, я подумала, наверное, я должна работать с детьми. И когда они видели детский семинар, я думаю, мне тем более надо, я пошла и так и стала работать в воскресной школе. Я бы сказала, что это была какая-то проба, да? А уже когда я поняла свое призвание, а призвание мое – это работа с детьми неверующих родителей. Я даже не очень-то люблю воскресную школу. Мне кажется, там дети вот как присыщенные, хотя, конечно, ничего не знают, но обычно вид делают, что все знают. Но дело даже не в этом, конечно, мы помогаем воскресную школу. Просто вот дар мой работать как раз с детьми неверующих родителей. И вот это призвание я получила от Господа. А получилось это в 2000 году, я попала под машину. И мою ногу правую вообще оторвала. Это вот
одна жилка, толстая такая жилка белая, это сын мне уже сказал, он видит, просто только соединяла эти две конечности. И пока приехала скорая, пока меня привезли в экстремальную хирургию, было воскресенье, после собрания работала почему-то одна бригада хирургов. Моя вот эта конечность оторванная, она уже омертвела, она стала черной. И потому что она осталась без питания. Перевязали еще же хирург, это скорая это. И когда хирурги пришли после той операции, представляете, вот они усталые, наверное, были. Я вот так думаю, я вообще лежала без сознания, конечно, но сын сказал, что они сразу сказали, ой, в операционную, и меня повезли в операционную, и уже когда я очнулась в палате, вот в реанимации, потом меня перевели в палату. Там пришел мой хирург, который вот восстанавливал эту ногу, и он мне сказал вот такую фразу, я тогда просто была поражена этой фразе. Я же вообще пришла в себя, я не знала даже, что со мной случилось. И он говорит, вы знаете, по всем правилам я должен был ампутировать вашу ногу выше колена, оказывается, еще ампутирует, хотя она вот тут вот была отрезана. Но я не знаю, я прямо запомнила, вот, я не знаю, я почему-то мертвую конечность пришил к вашей живой. Я не знаю, почему я это сделал. Но он очень удивленно смотрел на меня. Может быть, я во время наркоза, может, Дух Святой что-то там провещевал. Он хотел почему-то ответ от меня услышать. Он смотрел на меня вот такими глазами. А у меня же трубу вот тут вытащили. Дышала это не я, это во время наркоза. Я поэтому не могла ничего говорить. Но я просто сказала.